Я поработал почти в десятке компаний, таких как Рамблер, Яндекс, Amazon и AWS. Список в трудовой книжке Алексея Драля внушительный. Говорит, в сферу IT попал благодаря стройке. Его прораб оказался еще и айтишником. Теперь Алексей владеет собственной консалтинговой компанией и делится историей успеха. Я доволен тем, что я занимаюсь, и я вижу очень много перспектив и интересных задач. Вот, соответственно, нужно дать людям возможность понять, что из себя представляет такая работа, как предприниматель, или что из себя представляет работа разработчика. Идея была в том, чтобы сделать самообразование доступным для каждого, где бы они ни находились. А это Филипп Захарченко. 8 лет он впервые взломал операционную систему на компьютере. Что интересно, в этом же возрасте ее и восстановил. Сейчас ему 18, и он разработчик Apple. Официально. Не верится? Просто россиянин выиграл специальный конкурс, и его пригласили в США. Съездил на конференцию, дал там интервью вместе с Тимом Куком. И в следующий раз мне захотелось еще раз поучаствовать, хотя я знал, что прецедентов среди российских школьников не было. В итоге российский школьник побеждал в этом конкурсе трижды. Об этом, пожалуй, мечтает большинство программистов планеты. И подобных историй сегодня молодые профессионалы услышали не меньше десятка. Этот мотивационный форум, по словам организаторов, даст новое развитие всей индустрии. Для айтишников это формат массовой подготовки таких новых цифровых работников, он состоялся. И это, наверное, главное достижение, что получилось. Качество любой индустрии измеряется объемом выручки и экспорта за рубеж. Как говорит глава Минсвязи, экспорт IT-услуг из России приравнивается к сельскому хозяйству и продаже вооружения. Более 10 миллиардов долларов по итогам прошедшего 2017 года, 2018 год еще будут подводиться итоги, экспорта из России. В развитии IT неплохо продвинулся и Татарстан. Экспорт за пределы республики составляет около 30 миллиардов рублей. Львиная доля принадлежит резидентам экономической зоны Алабуга и Иннополиса. Сергей Хайдаров, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань.